Пери-пери, перингачан, пери-пери, перингачан. Сегодня, в преддверии Дня родного языка и письменности, хотелось бы вспомнить об истинном патриоте, о человеке, который душой и сердцем болел за изучение, сохранение и популяризацию научных и народных знаний о традиционной культуре эвенов. Знатоки и носители родного эвенского языка, о мастерице с золотыми руками, о большом друге нашего музея Акулине Петровне Трайзе Нулгенеч. Акулина Петровна родилась 18 октября 1948 года в семье оленевода в местности Камуч Алайховского улуса. По воспоминаниям Акулины Петровны, во время кочевки, когда у матери начались схватки, поставили илум, постелили шкуру, и она родилась почти на снегу. Завернув в заячье одеяло, положили рядом с мамой и дальше поехали до стоянки. Родилась Акулина очень слабой и больной, и поэтому бабушка-шаманка, которая приняла роды, сопровождала их до весны. Девочке дали имя Нулгенеч, что означает «кочевая». Осенью отец увез больную девочку на участок в Лайдушку, к бабушке совсем больную, почти мертвую. После долгого камлания бабушка велела матери отнести люльку к могилам предков и оставить. На третий день, под утро, мать, услышав плач ребенка, не поверила, но дед Михаил подтвердил. И мать, увидев дочку живой, от радости заплакала и вернулась в дом с люлькой. С тех пор Нулгенеч стали одевать в красный цвет или просто подвязывали красную ниточку, так как по эвенским поверьям красный цвет отпугивал злых духов. От красной одежды освободилась только тогда, когда вступила в пионеры. Теперь красный галстук оберегал ее. На вопрос, как и почему стала петь, она рассказывала. Когда была маленькой, ходила с братом по тундре. И брат все время поил меня яйцами птичек и говорил: «Стань певуней, как эти птички», и заставлял слушать пение птиц, будь это чайка или ворона. И поэтому с малых лет привыкла слушать все, что, казалось, поет. И я поняла, что даже ветер, дождь поет по-своему. А после научилась складывать мелодии по шуму листьев, тольников, по пению птиц, даже по стуку копыт оленей. Так брат Михаил стал моим первым добрым и требовательным учителем пения. Мать сама была хорошей певуней и сказительницей, а отец был хорошим бригадиром, охотником. Научил меня стрелять с ружья, охотиться на дичь и диких оленей. Он также запевал хэджи и очень любил шутить. Моими первыми зрителями были мои братья Тонмот Петя, Кирилле Этекен и щенки-пастушки. Щенков я заворачивала полотенцем, платком оленеводов и сажала рядом с братьями, и для них устраивала сольный концерт. Пела, танцевала, а репертуар состоял из того, что увидела в клубе во время праздников. Потом в клубе во время показа фильмов, когда мотор останавливался, зрители просили, чтобы я пела. И я перед такой публикой, конечно же, не робела, а они слушали, хлопали и смеялись. Потом давали приз, кто что мог. После концерта говорили, чтобы я завтра тоже пришла. Наверное, думали, что я забуду, но я не забывала. Утром вставала, собиралась и шла радовать людей. Акулина Петровна больше 20 с лишним лет работала оленеводом и чум-работницей в поселке Аятунг. 3 года заведующей клубом. В 2004 году переехала в город Якутск, устроилась в туб-санаторий, где проработала 10 лет. Она была организатором детского ансамбля «Чиндельке» «Тундровая певчая птичка» в поселке Оленегорск,
взрослых ансамблей «Хуклыке», «Северное сияние» в поселке тоже Оленегорск, «Эконгул», «Сестры» в городе Якутске. Акулина Петровна была участницей многочисленных международных, российских, республиканских, улусных конкурсов народных мастериц, запевал кругового танца «Хэджи», носителей эвенского фольклора. Наш музей музыки и фольклора народов Якутии чрезвычайно ценил поддержку Акулины Петровны. Она всегда с радостью делилась своими знаниями, умениями, идеями, мечтами. Коллектив нашего музея прекрасно помнит, как по ее инициативе в стенах музея впервые открылся и до ее болезни работал, набирая силу, руководимый ею эвенский этнофольклорный клуб «Хермю Хэджин». Историческими стали даты 2011 года, когда впервые в городе Якутске по инициативе Акулины Петровны и поддержки нашего музея были реконструированы и возрождены эвенские календарные праздники. 6 февраля встреча солнца и 4 июня в местности пригорода Хатасы цветение тундры. Они с тех пор стали, вот уже 10 лет, ежегодными крупными мероприятиями республиканского масштаба. И при этом музей всегда напоминает, кто именно стоял у истоков возрождения этих праздников. Это она, Акулина Петровна Трайзе, чьи инициативы всегда поддерживал эвенский народ. Если кратко изложить наш совместный отчет, ее костюмы, неповторимые уникальные изделия из светло-голубого бисера украшали музейные выставки «Мотивы Севера» в 2012 году, «Тусли-Тусли Айнгу» в 2014 году, «Нелкер Молала» в 2015 году, «Поэзия Севера» в 2016 году. В 2018 году в Доме дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского клуб «Хермю Хэджин» совместно с нами приняли участие с выставкой «Узоры Арктики» в 3-й межрегиональной выставке ярмарки «Мир Арктики» 2018 в рамках мероприятий 7-го съезда коренных малочисленных народов Севера нашей республики под девизом «Ценим прошлое, созидаем будущее». В музее хранятся переданные в дар Акулиной Петровной традиционные эвенские детские и женский костюм, которые украшают наш экспозиционный зал «Музыкальная этнография коренных народов Якутии». В 2014 году музеем на видео зафиксированы мемуары Акулины Петровны. Она рассказала о себе, затем сказки, которые в 2018 году к ее 70-летию стали мультипликационными фильмами. В 2016 году по совместному проекту с Якутским колледжем культуры и искусства были записаны родовые и ее авторские песни, которые в 2018 году наш музей преподнес Акулине Петровне и ее сородичам как подарок. В 2017 году практиканты-дипломники колледжа под руководством сотрудников музея создали в виде экспонаты музыкальные инструменты эвенов и эвенков и традиционная одежда эвенов. Конечно, благодаря одному из главных информантов Акулине Петровне, знатоку фундаментальных основ эвенской культуры. С 2017 года она помогала музею в реализации проекта для городских дошкольников «В гостях у коренных народов Якутии». И в 2018 году музей для нее преподнес плоды совместной деятельности. Юные музейные волонтеры, юные пропагандисты традиционной культуры коренных народов Якутии, воспитанники детского сада «Парус», экспериментальная якутоязычная группа «Кюнчен» на эвенском языке исполнили ее авторскую песню «Чукачан» «Птичка», которую она сочинила в 90-е годы, а также дети исполнили эвенский круговой танец «Хэджи»
слова, которые Акулина Петровна специально написала для них. 26 апреля 2018 года музей чествовал Акулину Петровну Нулгыныч с открытием персональной выставки «Мыргыму экен. Душа поет», сопровождаемой презентациями одноименного аудиодиска, куда вошли 21 родовых и ее авторских песен на эвенском и якутском языках, а также 3 короткометражных мультфильмов на сюжеты сказок, услышанных Акулиной Петровной из уст дедушки Перине на эвенском и русском языках. «Чамыкчан нян кулар, мышка и чайка», «Чамыкчан нян далыкан, мышка и муха», «Чамыкчан нян хуличан, мышка и лиса». Очень радует, что ваши мультфильмы, Акулина Петровна, нашли своего зрителя. Когда приходят маленькие зрители, сидят и внимательно смотрят, переживают за героев ваших сказок и в конце с восторгом аплодируют. Все, кто соприкасался с вашим творчеством, удивлялись, что при отсутствии собранных и напечатанных книг вы из своей памяти вынимали бесценные воспоминания, авторские сказки своих предков. Нет слов, чтобы выразить вам благодарность за ваше доверие в сотрудничестве с нами. Помним последний разговор с вами по телефону. Вы говорили, что многое не успели реализовать, но мы смеем заверить, что у вас есть достойные продолжатели в лице ваших детей, внуков, сородичей, которым вы привили любовь и уважение к культуре своего народа. Двери нашего музея всегда открыты. Мы, конечно же, будем поддерживать и совместно продолжать вами начатое дело.